Сегодня мы поговорим об идеальной жизни на пенсии. Выход на пенсию – это не просто одноразовое событие, а целое путешествие, полное разных эмоций и открытий. Одни находят себя в волонтерстве, другие – в спокойном домашнем творчестве, а третьи – в онлайн-курсах и изучении нового. На этом этапе приходит спокойствие и стабильность. Рождается новая, уже более реалистичная рутина. Путь к пенсии – это марафон, а не спринт. Знание об этих этапах – не повод для тревоги, а полезный ориентир. Он позволяет понять, что чувство растерянности или разочарования – это не ваша личная неудача, а естественная часть процесса. Главное – быть готовым к изменениям и гибко подстраиваться, находя радость в новых, пусть и не таких грандиозных вещах. В новом выпуске передачи про деньги мы поговорим об идеальной жизни на пенсии. Стараться не перекладывать ответственность за свою жизнь на кого-то другого – это очень важно. Многие пенсионеры считают, что в их плохом настроении и ощущении ненужности виноваты окружающие. Например, дети, которые не хотят жить с престарелыми родителями, бывшие начальники, которые отправили на пенсию ценного специалиста, друзья, которые редко заходят в гости. А ведь за свою жизнь должны отвечать вы сами. И сегодня в качестве гостя с ярким примером идеальной жизни на пенсии Туяра Николаевна Тумусова, яркая общественница, модель, волонтер, член правления Федерации зимнего плавания Республики Саха-Якутия, ну и пенсионерка. Туяра Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Очень рада, что вас пригласили на беседу. Расскажите, пожалуйста, о своей жизни. Кем вы работали? Чем гордитесь больше всего? Угу. Так, ну, так как я уже девушка высокого возраста, и за свою жизнь мне пришлось очень много где работать, начиная с научно-исследовательских институтов лаборантом, ну и кончая, конечно, педагогикой. Сама я по специальности социальный педагог, поэтому всю жизнь работаю с людьми, с детьми. Где бы я ни работала, будь риэлтором, будь товароведом, будь там, допустим, в IT я очень долго работала, мне везде нравилось. Потому что я как-то к работе относилась так, с душой. Потом работа — это не только вот именно работа, да, а это в основном люди, это коллектив. Ну, сейчас, допустим, я вот в последние 2 года очень горжусь тем, что стала я и маржиней, и моделью, которая в Москве по подиуму прошла, и в Курск съездила, и дельфинов спасала. И, ну, вот последние достижения — это я на Гикфесте в этом году заняла опять 3-е место. Поздравляю вас. Спасибо. Реально у вас нереально интересная жизнь. А вообще вот как ваша вот эта активная общественная жизнь, ваш такой позитивный настрой, как это повлияло на ваш характер и на ваше отношение к жизни и к деньгам? Вот мне интересна эта тема. Да, характер-то, конечно, формируется с детства, я так думаю. Да, у меня были хорошие примеры, мои родители. Правда, семья распалась, но папа у меня был военным, коммунист. Мама у меня учитель учителей, наукой всегда занималась. И я всегда видела, как они работают самоотверженно, общественники, как они участвуют в различных мероприятиях, как их люди воспринимают. И поэтому у меня был живой пример. Ну, в советское время там же все по умолчанию были волонтерами. Получается так, да. Ну и получается, вот эти жизненные уроки, которые вы извлекли из жизни, ну, не связанные с деньгами, да? Вы бы хотели передать это молодому поколению, возможно, вашим родственникам? Да, я бы очень хотела, потому что раньше, когда молодой, ты особо не осознаешь, оказывается, да, ценность работы, общественной работы. Ну, как-то это по наитию идет, да. И многие, допустим, ну, молодежь, я помню, рядом со мной, которые работали спустя рукава, там, да, если мало платят, значит, вообще не работали, да. Ну, мы-то люди советские, мы всегда работали, поэтому вот я бы хотела сказать молодежи сейчас, да, вот, которые вот заинтересованы в успешности в дальнейшей, особенно в старости, да, как говорится, береги честь с молоду. Значит, работать нужно всегда от души, с большим рвением. Не важно, что там будет зарплата маленькая.
как выяснилось, да, потому что если ты вкладываешь энергию, ты же с людьми общаешься, и это потом, оказывается, с вторицей уже приносит плоды. Я никогда об этом не задумывалась. Какова ваша жизнь на пенсии и какую пенсию вы получаете, если не секрет? На что вы ее тратите и какие ваши первоначальные траты? Мгм. Ну, начнем с того, что когда ты не пенсионер, ты как бы себе не принадлежишь. Я так думаю, да. Потому что постоянно на работе с утра до вечера, плюс общественная работа, плюс дети маленькие, ну, различные проблемы. Вот. Когда ты выходишь на пенсию, ты принадлежишь самому себе. Только И начинаешь уже... Ну вот сейчас я начала, вот я 2 года на пенсии, я сейчас проживаю лучшую свою жизнь, интересную. Я занимаюсь тем, чем хочу. Ну, правда, предлагают работать. Пенсия, потому что очень маленькая. Вот вроде бы я работала с самого начала, с 18 лет, да? Но пенсия 25 тысяч. Ага, здесь я подумала, наверное, плохо, что я маму не послушала. Она все-таки хотела, чтобы я наукой дальше занялась. И, ну, как-то вот на пенсию баллы заработала. Но, получив красный диплом, я подумала, нет, я... не хочу наукой заниматься. Вот, я тогда выбрала семью. Да, вот у меня семья, сын родился. Хорошо, что вот сына тоже воспитали. Он сейчас у меня в IT работает. Я с ним всегда советуюсь. Внучки есть. Конечно, есть и печальный момент. У меня 2 года назад муж умер, поэтому вот сейчас я полностью одна. Ну, с одной стороны, знаете, когда муж, это значит, ну, ты за ним должен следить, в семью и так далее. И муж меня всегда приземлял, потому что, ну, как бы не солидно бабушке в крыльях бегать по улице. Понятно. Да, сейчас у меня такого якоря нет, поэтому я могу и в крыльях, я могу и андроидом девушкой поработать, и дельфинов пойти спасать на море. Ну, в общем, свобода, полное действие. Поэтому я считаю, что, ну, если ты преодолел какие-то трудности в жизни, вышел на пенсию, ты здесь уже творец своего счастья. Я сама себе предоставлена. Я, значит, решила, посидела, подумала и решила проблему так. Если я хочу путешествовать, а билеты у нас очень дорогие, значит, нужно найти потребность и удовлетворить ее. И оказалось, что нужны активные такие люди, допустим, на фестиваль. Да, поехать куда-нибудь, всероссийский фестиваль. Нужен человек, который может и организовать, и спеть, станцевать, и показаться красиво. Я всю жизнь этому тренировалась, я могу провести любой праздник. Вот. Раз, и меня пригласили на фестиваль. Оплачивают полностью проживание, питание, проезд. Все, поехала в Пензу, очень красиво, хорошо. Все, дальше пошли. Значит, думаю, надо съездить опять в Курск там или еще что-то. Все, волонтеры. Записалась? Записалась волонтером, да, и со мной связались, говорят, если вы... А тогда у меня уже опыт был ЧС в Анапе. Мы вам оплачиваем проезд, проживание, питание. Все, вот, ну, я подумала, а почему бы и нет? Да, поэтому я 1,5 месяца в Курске была волонтером. Это тоже очень интересный опыт, но это отдельно прям надо рассказывать, да, потому что там такие трагедии были. Вот, и я видела, как люди выживают. Они же остались без ничего, вот, и они выживают и, ну, не теряют присутствие духа. Я подумала, ну, если они в такой ситуации выжили, так мы-то что, запросто можем. Вот. Потом, значит, захотела я как-то Новый год встретить в Сочи. Ну, представляете, в Сочи Новый год, ну, одни миллионеры. Ну, да. Да, я подумала, как же я могу найти деньги и остановиться в Сочи, в хорошем месте, в Меретинском курорте, где одни миллионеры. Я приняла решение пойти на завод работать вахтой. А почему бы и нет? Я подумала, надо попробовать. Я везде работала, надо и завод. Поэтому я отработала на заводе очень хорошо. Они до сих пор мне пишут, предлагают повышение. Зовут вас обратно, получается? На завод зовут. Но сразу скажу, работа не для всех. Очень тяжело.
Вот очень тяжело, от слова совсем, потому что там, ну, с утра до вечера ты постоянно в работе. И вот эти вот я увидела, как настоящий завод выглядит, как там что происходит, какие люди. Ну, там было потрясение, потому что люди там обычно без высшего образования и с какими-то проблемами. Одна я. Они говорят, ты зачем тебе эта работа проклятая? Для чего? Я говорю, Новый год отметить. Ну, все подумали, что я немножко... Нет. Я говорю, я пенсионерка, что хочу, то и делаю. Ну да, да, ну, в принципе, логично. ну да, и, конечно, 130 тысяч мне на Новый год хватило еще как. Ну и потом, видимо, звезды как-то благосклонно ко мне. В тот момент, ну, видимо, посыл миру, ты добром идешь, и он тебе, видимо, тем же отвечает. Я это уже по опыту поняла. Значит, в Сочи снять квартиру или там номер 80 тысяч. Ну, какому пенсионеру это под силу? И представляете, на Авито захожу, смотрю, квартира 4 тысячи в сутки. Да, я подумала, как-то странно. Ну, конечно, я на все праздники забронировала это дело. И девушке звоню, она говорит, а я и забыла, что я выставила. Я, говорит, у меня квартира на продаже. Ну, раз вы забронировали, тогда, пожалуйста. Ну, вот как-то вот жизнь мне вот такие вот плюшки сейчас стала предоставлять. И есть ли какой-то секрет от личной экономии у вас? Конечно, есть. Чтобы тебя в обществе все-таки принимали, ты должен выглядеть соответствующе. Ну, и ты должен понимать, что ты хочешь из себя представить. С каких-то пор я стала вдруг моделью. Стала лицом Сахабоха, с Анжеликой Кириллиной хорошо работаю, в Dream Models и так далее. И в Москве вот на кастинге ходила, и всегда меня встречают очень хорошо. Я такая экзотика там. Вы же даже участвовали в каком-то показе в Москве. Да, неделя моды прямо на Красной площади. Я закрывала коллекцию. Я была потрясена, потому что у меня рост, конечно, не модельный. Ну, 1,60 м, ну что там. И вот я стояла как карлик среди вот этих вот девушек, нимф. И мне сказали, вот вы оригинальная, все, вот подходите. И я еще переспросила, говорю, правда? Вы не поверили? Я не поверила. Откуда я поверю? Я смотрю, они говорят, да. И вот я коллекцию там закрыла. И поступает предложение о работе. Вот. Ну, соответствующе надо выглядеть, естественно, да. Что я сделала, вот как пенсионер? Допустим, если стилиста нанимать и так далее, это около 20 тысяч выходит. Я все делаю сама. Да, нашла себе мастера здесь, в Якутске. Она мне креативные прически делает. Мейкап я сама научилась, профессиональный и так далее. Да. Вот, по стилистике тоже сама стала все подбирать. И поэтому я, вот, допустим, на фотосессиях на этом экономлю очень. Потому что вот там, ну, не меньше 15 тысяч надо на фотосессию, чтобы образ поднять. Ну, так как я пенсионерка, я экономлю, все сама делаю. Замечаний никогда не было. Говорят, хорошо, нормально. Ну и супер же. Да. Вот, ну и приходится вот такие ухищрения всегда. Вот я могу даже лайфхак дать, да, для пенсионеров путешествующих. Раньше кофе я покупала, ну, допустим, кофе купить это 200-300, а в порту вообще 300 рублей. Я стала покупать 3 в одном. Нескафе там или еще что-то, кофе, да, с собой прямо ношу. И у меня свой стаканчик. Кипяток везде бесплатно дают. Все. Проблема решена. Проблема решена. Это экономия очень большая. Ну и вот, в общем, на таких мелочах можно сэкономить очень хорошую сумму. Я абсолютно с вами согласна. И вот вспомните ли вы свои первые заработки? Где вы заработали и на что потратили? Ага. Первые заработки, конечно, это было в детстве. В советское время мы работали с 10 лет. Лагерь труда и так далее. Да, это все. Конечно, первые заработки ушли. Я мечтала о велосипеде, велосипед там купила и так далее. Да? Ну, это вот как бы подработки. Моя первая серьезная зарплата это была в научно-исследовательском институте. Я лаборантом поступила, это еще до перестройки. Вот. И как раз у нас полевые выплаты, а тогда почему-то задержки зарплаты было. Не было денег или что, и в магазинах ничего не было. А мне тут что-то компенсацию, что-то. В общем, у меня полно денег, а купить нечего. Поэтому у меня в книжке все хранилось.
И тут настал такой момент. Мама тогда писала диссертацию кандидатскую, а уже Советский Союз постепенно, и научный совет должен был быть последний. И вот она прибегает вся в слезах и говорит, мне надо срочно вылететь в Москву, а Денег нет. да, денег нет, что делать? Я такая думаю, а что у меня в книге? Сберкнижки Да, всё да, есть. «Война и мир», сейчас как помню, книга такая толстая, и там она вся в деньгах. А, вы в книге хранили? Я в что ли? книге, Я-то конечно. думала, сберкнижки. Нет, нет, в книге, прямо в книге у меня вот Вот эти вот- хороший вариант для хранения. Вот, и приношу книгу, вытряхаю, и, конечно, ей хватило, она так обрадовалась, сразу билет купила, улетела и стала кандидатом наук тогда еще. Благодаря вашему Да, заработку. поэтому вот, да, вот мой первый серьезный заработок маму сделал ученый. Ну и первое, получается, такое большое, доброе дело, с которого вы начали. Да, да, да. Ну, скорее всего, может, еще сыграло то, что в магазинах ничего не было, кроме лаврового листа. Да, поэтому... Да, я тоже помню это Да, время. да, и вот поэтому деньги как-то сохранились, не ушли никуда, и вот так получилось. Вот давайте тогда, наверное, дадим совет подрастающему поколению и вашим сверстникам. Ведь потому что иногда хорошие советы требуются и пенсионерам тоже. Да. И молодых-то, вот, например, ну, как я, они могут и не послушать, а вот вас, как свою сверстницу, может и послушают. Кстати, да, вот весной у меня фан-клуб, надо сказать, собрался, да, из нас, из пенсионеров, и они все хотели уточнить, как это мне удалось и там быть, и как я езжу. И вот я как раз им рассказывала. Сначала я вот для пенсионеров немножко открою свои какие-то лайфхаки. Значит так, когда вы вышли на пенсию, сразу руки отпускаются, оказывается, у многих, да, сразу жизнь меркнет, как-то все скучненько, дома, семья, дом и так далее. Ни в коем случае. Надо все-таки время уделить себе. Мы вышли на пенсию, значит, мы отработали, значит, мы все-таки должны заняться собой. Времени чуть побольше остается. Внуками пускай родители занимаются. Вот. И нужно на себя обратить большое внимание. И я знаю очень много пенсионеров, которые, вот, выйдя на пенсию, и танцами занимаются, и путешествиями, и в походы ходят, и что только не делают. Вот сейчас вот Клим Федоров вот повез в Америку, да? Ну а почему бы нет? Почему бы нет? Конечно, и как раз время заняться собой, себя может как-то изменить, какую-то профессию новую, чем-то заняться любимым своим делом. Ну, в общем, быть любознательными, активными, а не сидеть дома перед телевизором. Да, походы так походы, путешествия так путешествия. Ищите возможности, станьте серебряными волонтерами. Добро.ру, откройте сайт, зарегистрируйтесь, пожалуйста. Все, вас пригласят, вам оплатят дорогу, проживание, поэтому, пожалуйста. Сейчас очень много возможностей. Да, спасибо большое, Туяра Николаевна, за такой интересный разговор, за то, что вы не побоялись поделиться теми секретами, возможно, да, теми полезными советами, которые вы применяете в своей жизни. Я благодарю вас за то, что вы нашли смелость и пришли на интервью в передачу про деньги, и уверена, что ваш опыт будет очень полезен. Да, я так хочу, чтобы все такой активный образ жизни и что-то новое себе открывали, независимо от финансов. А теперь обратимся к русской классике. В новом сезоне новая рубрика «Финклассика». Сегодня в нашей рубрике басня Крылова «Стрекоза и муравей». Для меня это не просто история трудолюбия и лени, а готовый учебник по финансовой грамотности, актуальный как никогда. Давайте разберем басню именно с этой точки зрения. И я вам напомню сюжет. Стрекоза все лето пела и плясала, наслаждалась жизнью, в то время как муравей усердно трудился, запасая еду на зиму. Когда наступили холода, стрекоза пришла к муравью за помощью, но получила отказ. Несмотря на то, что басня была написана в 1808 году, можно провести анализ позиции финансовой грамотности даже спустя 217 лет. Стрекоза – классический пример финансовой безответственности. У нее полностью отсутствует финансовое планирование и цели. У стрекозы не было никакого плана.
дальше текущего дня. Она не задавалась вопросом, что будет, когда лето закончится. Ее девиз «Пока пою, пока жива». Стратегия «Жизнь от зарплаты до зарплаты» или вовсе без нее. И это ее стратегия. У стрекозы не было ни работы, ни до постоянного дохода. Ее ресурсы – тепло, еда, хорошее настроение – были временными и зависели от внешних обстоятельств. А также она полностью пренебрегала сбережениями. Она не создала никаких финансовых подушек безопасности. Весь ее доход и физический, и эмоциональный был немедленно потрачен, и у нее не было ни зернышка, ни мушки на черный день. Все это говорит о гиперболизированном потреблении. Все свои силы и время она направила на сиюминутные удовольствия – пение, танцы, не инвестируя в будущее. Надежда на внешнюю помощь – это была стратегия стрекозы. В кризисной ситуации ее стратегия – попрошайничество и надежда на милосердие других без каких-либо собственных накоплений для обмена. Отсюда диагноз – полное отсутствие финансовой дисциплины, ведущей к бедности и зависимости. Муравей же, наоборот, эталон финансовой грамотности и разумного управления капиталом. Он применяет долгосрочное планирование. Муравей с самого начала понимал цикличность экономики, сезонность и готовился к периоду кризиса и отсутствия доходов. Труд муравья как основа благосостояния. Он не просто трудился, а трудился целенаправленно, создавая активы, которые принесут пользу в будущем. Регулярные сбережения и создание финансовой подушки, его ежедневный труд – это аналог регулярных отчислений в резервный фонд. К зиме он накопил капитал, достаточный для выживания. Инвестиции в материальные активы, его запасы – это не просто еда, а основной капитал, который не обесценится и который можно обменять на жизнь и безопасность. Финансовая независимость и суверенитет – это то, что обеспечил себе муравей трудом и грамотным распределением ресурсов. Благодаря своим накоплениям муравей не зависит от обстоятельств или милости других. Он сам хозяин своего положения. Разумный эгоизм в финансовых вопросах – это стратегия муравья. Его отказ стрекозе – это не жадность, а защита результатов своего труда и понимание, что помощь безответственному человеку лишь поощряет его пагубное поведение и ставит под удар его собственную финансовую стабильность. Какой диагноз мы можем ставить муравью? Высокая финансовая грамотность, обеспечивающая безопасность и независимость. Ключевые финансовые уроки басни для современного человека, которые мы можем извлечь, это: первое. Создавайте подушку безопасности. Всегда откладывайте часть дохода на случай потери работы, болезни или кризиса. Ваша зима может наступить внезапно. Второе. Планируйте на долгосрочную перспективу. Не живите одним днем. Думайте о пенсии, образовании детей, крупных покупках заранее. И третье. Соотносите потребление с доходами. Стрекоза жила не по средствам. Вернее, у нее даже не было средств для такой жизни. Не попадайте в долговую яму ради сиюминутных удовольствий. Ну и четвертое. Инвестируйте в себя и в активы. Труд муравья – это инвестиция времени и сил в актив, который будет работать на него всю зиму. Современный человек должен инвестировать в образование, в навыки, в финансовые инструменты. Ну и самое главное, будьте проактивны, не ждите, пока грянет кризис, чтобы начать действовать. Начинайте копить и инвестировать, пока светит солнце, пока у вас есть работа и стабильный доход. Крылов заканчивает басню суровой моралью муравья. Ты пела – это дело, так пой же теперь. В финансовом контексте это звучит как «отвечай за свои ошибки сама». Однако современный подход к финансовой грамотности был бы более гуманным. Например, вместо простого осуждения стрекозы муравей мог бы предложить ей, например, финансовую реабилитацию. Я дам тебе немного еды, но взамен ты поможешь мне, например, разгрести снег у входа. То есть получить помощь в обмен на труд. Или помощь в составлении плана. Ну давай, подумаем, как тебе пережить зиму и что сделать следующим летом.
И какой же вывод мы можем сделать? Басня «Стрекоза и муравей» – это яркая аллегория двух противоположных финансовых стратегий. Она учит нас, что финансовая безопасность – это не вопрос везения, а результат ежедневного осознанного труда, дисциплины и планирования. В мире, полном соблазнов и возможностей для пения и плясок или спонтанных трат, мудрость муравья становится ключом к спокойной и обеспеченной жизни до самой старости. А с вами была Рита Якушева в передаче про деньги. До новых встреч в эфире.